Около 10% жителей Северной Осетии – люди с ограниченными возможностями. Особая группа граждан ежедневно сталкивается с проблемами в получении образования, трудоустройства и пользования различными видами услуг. Эти вопросы сегодня обсудили на очередном заседании правительства. У этих людей надо учиться, и силе духа, и их мужеству. Трудоспособными инвалидами признали около 4000 человек. Из них только половина стоит на учете в центре занятости. Общий уровень трудоустройства растет, но лишь в масштабах страны. Что касается Северной Осетии, то местные предприятия отказываются должным образом сотрудничать с комитетом. На прошлом заседании правительства было принято постановление, где мы рассматривали положение. И в положении не написано, что служба занятости именно с правоохранительными органами будет проверять это. Но мы для себя определили, и в положении это написано, что мы будем совместно договоренность есть предварительно, и совместно с органами прокуратуры будем проверять тех работодателей, и вообще всех работодателей, движение кадров на каждом предприятии, кто не представляет сведения в службу занятости. Также обсудили проблемы развития адаптивного спорта. Школы «Стимул», которая для особенных людей, недостаточно. Председатель правительства Сергей Такоев подчеркнул, что необходимо сделать доступными для инвалидов все спортивные залы и школы. На эти цели из бюджета республики выделят дополнительные средства. Еще 12 миллионов рублей нужно для того, чтобы приобрести людям с ограниченными возможностями, например, инвалидную коляску или слуховой аппарат. В ближайшее время чиновники намерены решить все проблемы, с которыми ежедневно сталкиваются инвалиды. Ангела Кубалова, Фатима Макиева, Атамас Кочиев, Осетия ТВ.